Я решил создать свой YouTube-канал Iceblog. Удивительно было встретить именно масштабные объекты. Это был огромный опыт, огромный физический труд. Это вот как раз то, что убивает свободное Что искусство. все должно быть. Да, все должно быть четко, да, одним цветом. Более вот появился еще один отличный вариант по локации. Я считаю, что вот на этом пятачке уж слишком перегружено все будет. Насколько искусство уличное должно быть вызывающим или, наоборот, оно должно быть максимально близко народу и так далее. Якутия стремительно меняется. Меняется ее экономика, меняется ее жизнь. Мы выходим на новые позиции в тех областях, которых еще вчера особо у нас в республике и не было. И, конечно же, должны в этих изменениях самую главную роль играть люди. С этой точки зрения я решил воспользоваться современными технологиями, создать свой YouTube-канал. Мы назовем его Iceblog. Главной задачей этого блога я вижу идею привлечения сюда к нам в Якутию интересных людей. Я сторонник того, чтобы вот такое взаимообогащение шло постоянно. Человек, который сегодня у нас будет, это Никита Кузнецов, Номерс. Это один из тех представителей молодого поколения художников стрит-арта, которые сегодня уже в стране известны не только как сами художники, но и как организаторы очень больших мероприятий. Никита Кузнецов, Номерс, стрит-арт-художник, участник международных фестивалей и выставок, организатор фестиваля уличного искусства «Место». Работы Никиты можно встретить во многих городах России и за рубежом. Какие ощущения от Якутска, от стрит-арта в Якутске? Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Для меня всегда очень интересно побывать, тем более в городах, далеких от своего родного города. И удивительно было встретить именно масштабные объекты. Обычно в городах, если есть какие-то стрит-арт и паблик-арт проекты, ну, кроме каких-то крупных там городов, понятно, где это очень сильно развито, но в регионах редко такие масштабные объекты. Когда я был главой Якутска, мне не нравилось то, что основной цвет был это белый, потому что у нас очень долгая зима, и серый, потому что у нас большинство зданий было, знаете, вот серого, там, коричневатого цвета. А вот каким-то образом это все оживить, конечно же, были разные идеи, начиная от покраски домов. Мне показалась очень интересная идея стрит-арта. С 2016 года в рамках проекта «Дети Азии» в Якутске стали появляться стрит-арт-изображения, в основе которых заложены сюжеты якутского национального эпоса. Это мой первый мурал в Якутске. Это был огромный опыт, огромный физический труд. Мы где-то по 1,5 недели рисовали один мурал. Это у нас Анна Лахчин-Хатун. Она божество природы. Самое такое сильное божество. И мы все считаемся вот якуты как дети природы. Якутск украшают не только изображения местных художников. Улицы города отмечены работами представителей российского стрит-арт-движения из других регионов и произведениями именитых иностранных гостей. Итальянец Агусто Акурчи, у него уже был опыт работы в России. Ну вот он с радостью согласился приехать в Якутию, потому что для него это был такой новый опыт. И вот родилась у него идея изобразить якутский чурон на фасаде здания. Встречались с художниками, пообщались. Я думаю, это тоже самое главное, это получить опыт от зарубежных, от наших, российских художников. И вот увидели, наконец-то, как рисуют опытные художники наяву. Уличное искусство, помимо того, что это искусство, оно еще и выполняет такую функцию, как, по большому счету, благоустройство. Но вот есть же мнение, что наоборот, вот знаешь, вот благоустройство в том смысле, в каком оно у нас, к сожалению, понимается, это вот как раз то, что убивает свободное Что искусство. все должно быть все должно быть четко, одним цветом. одним цветом, все должно быть нормировано. Тут все зависит еще от
самих произведений художник должен ответственно подходить к выбору места, к созданию эскиза и максимально, так скажем, гармонично вписывать в пространство. В некоторой степени же стрит-арт, он же все-таки тоже воспитательную роль все равно несет, образовательную роль несет. Часть объектов находится довольно близко друг от друга, и что можно проводить какие-то даже туры, экскурсии, показывать. Потому что, по сути, вот мне сегодня такую небольшую экскурсию провели, там частично мы пешей прогулкой просто прошли. Мы тоже как бы среди художников обсуждаем, и насколько искусство уличное должно быть вызывающим, или наоборот, оно должно быть максимально близко народу и так далее. На мой взгляд, должен быть какой-то баланс. Приезд Никиты Кузнецова в Якутск — это не только для того, чтобы создать новый арт-объект в городе, но и активно пообщаться, познакомиться с нашим арт-сообществом. Все взаимодействуют, и вот эти приезды и фестивали, они всегда действительно объединяют. Да, нам нужны, да, такие Общение с коллегами, обмен опытом. К нам приезжают художники, мы к ним можем прийти, и они могут сразу же у нас какой-нибудь проект себе взять, и мы можем как-то вот таким образом развиваться. Спасибо, что пригласили. Обсудим вообще саму идею, да? У меня, я просто, во-первых, моя какая-то стилистика, вот основной эскиз, который, вот тут есть распечатка, который я хотел бы сделать. Здесь и орел, и такие растительные мотивы, которые мне тоже интересно и близко делать. И здесь получился такой некий абстрактный образ гнезда, как символ дома и так далее. И орел — это птица, которая опять-таки связана с городом, она присутствует на символике. В нашей якутской вере орел считается как священная птица. Как раз, я думаю, подойдет нашему городу то, что не хватало больше такой мужской. Ну да, у нас же животных не так много. В основном у нас женские образы Да, у преобладают. нас в основном человеческие образы. Так, наверное, это было бы интересно. Но сейчас надо определиться, где его... Да. Давайте посмотрим. У нас есть несколько вариантов в городе. Институт физики, да, Ленина. Кинотеатр «Центральный», тоже находящийся на проспекте Ленина. Музыкальный колледж и ТЮЗ, детский музыкальный театр. Вот как раз эти локации сейчас мы рассматриваем для нового арт-объекта. Центральный у нас объект культурного наследия, поэтому там его разрисовывать никак нельзя. И вообще объекты на проспекте Ленина сейчас трогать не надо, в том числе вот и космофизику, потому что в 2021-2022 годах будет проведена тотальная реконструкция улицы Ленина. Вопросы будут решаться благоустройства, вообще изменение дизайна в целом всего проспекта. Так, ТЮЗ у нас точно не пойдет, потому что здание ТЮЗа аварийное. Так, его там не разрисовывать, а сносить надо по-хорошему. Да? Ну, вот здание колледжа, оно вроде бы ничего, так, музыкального. Вместе с тем получится, что вот эта часть стороны Кирова, да, она будет перегружена. Вряд ли это очень целесообразно. Обсуждая возможные локации, стены, фасады, музыкальный колледж, да, у нас как один из таких возможных вариантов, и, может быть, мы подумаем еще о каких-то городских локациях. Ну вот из того, что сейчас у нас здесь представлено, конечно же, он кажется таким более продуманным предложением. Я бы предложил посмотреть еще и здание колледжа технологии и дизайна, которое на самом деле попадает даже по смысловому своему ряду так, под объект стрит-арта. Фотографиям не так понятен масштаб, и всегда хорошо, когда есть возможность живьем посмотреть. Да, тогда нужно ехать, смотреть и определяться. Тем более вот появился еще один отличный вариант по локации. Территория такая, она, может быть, наиболее подходящая для такого объекта стрит-арта. Но вместе с тем, вот видишь, вот здесь уже объекты большие есть. Там теплопункт в этом году разрисован за зданием. Ну и здесь будет, я считаю, что вот на этом пятачке уж слишком перегружено все будет. И само здание, на самом деле, оно уже такой сложной формы, Да, что надо как-то деликатно и аккуратно вписываться. Да и его на будущее надо оставить. Вот когда все распишут, тогда Можно уже его приходить сюда. расписывать. Да.
Вот это здание нашего колледжа дизайна и технологий. Очень красивая локация у этого здания, так, и я думаю, что можно было посмотреть и здесь расписать. Ну и по формату, ну, как бы моих наработков, эскизов здесь на самом деле лучше подойдет, чем предыдущий объект, который мы смотрели. Ну и отлично. Я думаю, здесь было бы самое то. Хорошо, договорились. Было несколько вариантов по объектам. В итоге остановились на вот этом месте. Работаю 4-й день. Первый день был вечерняя разметка, там несколько часов размещался с помощью проектора. А затем полные дни вот работы. Сегодня заканчиваю. Собственно, вы застали меня за последними штрихами, можно сказать. Оно заиграло совершенно другими красками, и главное, когда погода меняется, тоже играет разными красками. Мы научились многому, видя, как работает настоящий профессионал, даже в дождливую погоду не останавливая свою работу, и этим показал нашим творческим детям, да, вот хороший пример работы, целеустремленности. Работа очень нравится, радует, что с каждым годом наш город становится краше, появляется все больше арт-объектов. Это вот очень близко молодежи, и, мне кажется, развивает их такой с духовной точки зрения. Я каждый день мимо него прохожу, смотрю, любуюсь, как он на солнце, этот желтый орел светится. И самое главное, что нравится, что он сделан не в национальном стиле. То есть это что-то новое для нашего города. И нигде еще такого еще не видели. Очень рада, очень красиво. Никита создал замечательный проект. Я думаю, что этот проект, конечно же, станет украшением нашего Якутска. И вот это абсолютно новое восприятие таких традиционных образов и орла, и дома обогащает нас, делает интересно. Уверен, что вот та коллаборация, которая у него сегодня уже появилась с нашими художниками, она позволит развиваться более быстро и ему, и нашим художникам. И вот как раз все это было задумано ради этого. Я благодарю вас всех за то, что вы сегодня были с нами, посмотрели наш блог. Прошу давать свои комментарии, свои предложения по темам будущих выпусков. Ну и, конечно, если вам понравилось, то ставьте лайки. Спасибо.